И сегодняшней темой эфира стала такая достаточно скандальная история, которая произошла накануне у Джугурку-Кенеши. Если вкратце, депутатская комиссия, которая расследовала законность назначения директора Национального центра по предупреждению пыток, посчитала, что новый Касымкулов Бакытбек, директор Национального центра по предупреждению пыток, назначен в октябре прошлого года незаконно. Комиссия работала уже в течение полугода, и вот вчера она вынесла финальное заключение. История началась с заявления омбудсмена Джамиле Джиманбаевой, которая заявила о том, что директор назначен незаконно, без присутствия самого омбудсмена, а также без присутствия некоторых депутатов, которые входят в состав наблюдательного совета. Нынешний директор и экс-директора Наццентра по предупреждению пыток не согласны с таким решением, и вчера депутаты не дали высказать свое мнение в достаточной мере, и поэтому мы решили предоставить площадку. В гостях у нас сегодня это Бакыт Токталевич Рызбеков, это бывший директор НЦПП, от которого зависели выборы нового директора, да, то есть будем разбираться по порядку, с чего все началось. Да? Кому подотчетен НЦПП и кто назначает директора? Начнем с этого. Добрый день. Во-первых, позвольте поблагодарить вас за создание такой площадки. И да, вчера, к сожалению, получилось так, что в очередной раз не была предоставлена возможность высказать полностью всю ситуацию, которая есть. Плюс прозвучало несколько обвинений, очень серьезные обвинения, и два обвинения, они в мой адрес. Ну и, соответственно, я как человек законопослушный и требующий диктата закона, я рад этой возможности. Что касается вашего вопроса, Национальный центр подотчетен высшему своему руководству. Высший руководящий орган Национального центра Кыргызской республики по предупреждению пыток – это Координационный совет. Он состоит из 11 членов. Два представителя парламента, это депутаты, на текущий момент это Козёкулова Гуля Ахматкуловна и самый Козё Мирлан. По должности в Координационный совет входит Акыкатчы Кыргызской республики. И 8 представителей некоммерческих организаций, уставная деятельность которых направлена непосредственно на предупреждение пыток, жестокого обращения. То есть все люди, которые специализируются на борьбе с пытками в стране. То есть это, по большому счету, на текущий момент это психолог, это преподаватели, соответственно, в учебных заведениях юридического направления, это адвокаты действующие, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами. Вот. И, опять же, с сожалением отмечаю то, что так как весь вопрос, который касается именно заявления Акыкатчы, он касался моего периода, комиссия не соизволила пригласить меня и выслушать меня, так как обвиняюсь-то я. Правильно? Так, глава комиссии заявил о том, что было 3 заседания. Это был Кубанычбек Самаков, глава комиссии. Было 3 заседания по итогам которых. И ни на одном из вас не было. Нет, не было. Я физически имел возможность выйти на членов комиссии, я их знаю все. За 4 года я практически со всеми депутатами проработал, я получил их поддержку, понимание с их стороны. Я мог бы на них выйти как на личном уровне, попросить их выслушать меня, принять. И если не все, то некоторые, наверное, не отказались бы. Но это было бы расценено как закулисное какое-то движение. Поэтому я не стал этого делать, я ждал официального приглашения этой комиссии. Ее не последовало. Давайте начнем с самого начала. Да? На каком основании обратилась Акыкатчы в Джугурку-Кенеш? Знакомы ли вы с самим заявлением, что там в нем находится? Какие обвинения в ваш адрес, в адрес действующего руководителя? Что там происходит? Вот здесь выходит очень такая нехорошая картина. Ни я, ни действующий директор, ни Координационный совет, другие члены до сих пор не получили заявление от Акыкатчы, жалобу. Как это объясняется? У них есть официальные запросы. Я вот сегодня буквально спросил насчет этого. Они мне показали официальные ответы заместителя омбудсмена,
заместители руководителя аппарата Джогорку Кенеш, хотя там обращались непосредственно либо к спикеру, либо к председателю комитета, я уже не помню, но отвечает не адресат, а другое должностное лицо. Что это, там? Хорошо, они говорят, ответили, что они там? говорят о том, что они не могут дать копию этой жалобы. Это ДСП? Нет, не должно быть ДСП. По моим пониманиям, это не должно быть ДСП. Помимо этого, даже преступник, который обвиняется в ужасном преступлении, он знакомится с обвинительным актом. И если на него есть заявление, он знакомится с заявлением, правильно же? Он знакомится со всем уголовным делом. А Бакытбеку Касанкулу вы давали? Вот я же говорю, у него тоже нету этого. Ни у вас, ни у него? Ни у меня, ни у него. Ну, насколько... Здесь уже возникают вопросы. Вот, и если позволите, я бы хотел пройтись по заключению. Нет, давайте сначала мы заключение оставим на попозже. А вопрос такой. Была организована комиссия, и на заседании парламента было озвучено частично обвинения, которые указаны в заявлении омбудсмена. О том, что наблюдательный совет не был уведомлен о проведении предстоящих выборов директора НЦПП. Действительно ли это так? Объясню, почему я задаю вам этот вопрос, потому что именно как вы, уходящий директор, должны были организовать эти самые выборы. Это так? Да. Так. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен вот просто-напросто пройти по Хорошо, заключению. давайте тогда обратимся к нему. Вот это вы вчера получили на руки? Да. Это заключение Временной комиссии Джогорку Кенеша Кыргызской Республики для изучения законности выборов члена Координационного совета и легитимности избрания директора Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток. Вот. Я остановлюсь просто-напросто на выводах. Да? Выводы пошли. Первое. Обстоятельства, которые указывал Акыкатши Кыргызской Республики Джамбая в своем обращении Джогорку Кенеш Кыргызской Республики, подтвердились. И далее они пишут. Имеются основания для признания недействительным протокола номер 1 заседания рабочей комиссии по рассмотрению предложений о кандидатах в члены Координационного совета от 5 июня 2024 года, членами которых был избран Координационный совет, и идет перечисление избранных членов Координационного совета. По закону о Национальном центре Кыргызской Республики, я его вам оставлю, вы можете там его изучить, посмотреть, и если я где-то не прав, просто-напросто сказать, что я подлец. По этому закону формируется комиссия рабочая, которая отбирает, проводит процедуру избрания членов Координационного совета. На сегодняшний день в соответствии с регламентом Джогорку Кенеш, эта комиссия создается комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству в парламенте страны. Эта комиссия была создана парламентом Кыргызской Республики, временная комиссия. Точно такая же комиссия, которая вчера дала заключение. Там живые депутаты, слава богу. Депутаты, кто входил в состав? Я все фамилии сейчас не смогу озвучить, но там живые депутаты, которые сейчас сидят в парламенте. И вот эта вот комиссия, по большому счету, она должна была рассмотреть не действия директора, а работу вот этой вот парламентской комиссии. Другой парламентской комиссии, которая избирала членов Координационного совета. Должна была подойти к ним и спросить, как это так получилось, что вы пошли на поводу у Рыспекова, то есть у меня, экс-директора. Они меня обвиняют в том, что я ввел в заблуждение целую депутатскую комиссию. Каким образом? Вот и я задаюсь этим вопросом. И вот тут вот я вчера в парламенте озвучил один момент, да, слава богу, я это успел сделать. Каждый зал заседаний, маленький, большой, там есть видеофиксация, как и везде. Аудио-видеофиксация. Я попросил их поднять вот эту вот аудио-видеофиксацию. И вот там вот, либо они подтвердят и докажут, что я подлец и преступник, и накажут меня, могут даже посадить за то, что целое государство ввел в заблуждение. Либо наоборот, подтвердят тот процесс, который там был. А процесс как шел? Личные дела всех кандидатов. Сколько их было? Их было 7. Я разложил на стол, где заседает комиссия. Оригиналы всех этих документов, которые были представлены в Национальный центр. Комиссия села, ознакомилась. Я сделал аннотацию по каждой кандидатуре, вернее, по их личным делам. Потом обозначил, мы давали объявление на 5 позиций. Во время подачи объявления было 5 вакантных позиций на членов Координационного совета. После подачи объявления образовалась еще одна. Я это тоже озвучил комиссии.
и попросил, ввиду того, что каждое объявление стоит 25 тысяч сомов, а это недельная командировка одной группы сотрудников Национального центра по регионам. За неделю сколько объектов можно будет обойти, да? Ввиду того, что кандидатов 7 превышает количество вакантных позиций даже после вновь образовавшегося, избрать 6. Комиссия согласилась. Здесь можно было бы ставить вопрос, если бы было ухудшение ситуации для кандидатов. Но для кандидатов-то ситуация улучшается. И если 5, то не отобранными остались бы 2. А когда 6, не отобранным остается всего 1. И в итоге Плюс комиссия выбрала. Комиссия согласилась, сказала, хорошо, давай будут все 6. Потом по процедуре, опять же, в соответствии с законом, статья 10, пункт 7, и начиная с пункта 7 я начал зачитывать, как происходит процедура избрания. Национальный центр приглашает на процедуру жеребьевки по одному представителю от каждой организации. Мы пригласили, пришли 2 кандидатов. 2 кандидата присутствовали в зале. Далее, фамилии кандидатов, ну, одним словом, все, что самое жеребьевки, запечатывается в одинаковые конверты, без каких-либо пометок, опускаются в урну и перемешиваются. Вот они, я отметил. Я демонстрирую конверты кандидатам, комиссии. Заранее, естественно, распечатаны фамилии на бумаге формата А4. Так, чтобы шрифт большой, чтобы читалось. Я это все складываю, запечатываю в конверт, вложу в урну, урной послужила, у нас коробка из бумаги А4, вот эта вот обычная коробка, закрыли, крышкой прикрыл, рукой перемешиваю. Я вот помню момент, когда один из членов комиссии начал торопить. Я говорю, нет, уважаемые коллеги, давайте все-таки хорошенько перемешаем, и достаю по одному конверту, вскрываю там же. Кстати, конверты я прошелся, вот так вот я сказал уже, то, что без пометок, без ничего. Вскрываю, там же открываю, достаю, вот фамилия человека, который избран. Кто присутствовал на избрании? Присутствовало 4 депутата, 3, по-моему, передали свои голоса присутствующим членам, так как у них были тоже параллельные мероприятия. Но они это все, депутаты сами могут подтвердить. Опять же, эта комиссия, она должна была выйти на ту комиссию, чего она не сделала. Хорошо, И а Гуля Кодюкова говорила, что она тоже была не в курсе. Да, она была в этой комиссии, она присутствовала. Она присутствовала. Да. Есть даже такой один казусный момент, не то чтобы казусный, а вот, скажем так, немного, наверное, перекликается с фольклором, с народными высказываниями. В конце остались 2 конверта, и я достал эти 2 конверта на 2 руки. Вот есть выражение, я часто его использую, во всяком случае, правая кровавая, левая счастливая. И вот они не вскрытые конверты, на 2 руках, я говорю, правая кровавая, левая счастливая, правую обратно положил в корзину, достал конверт с левой руки. То есть вы в июне с депутатской комиссией выбирали кандидатов на 5 вакантных позиций? На 6 уже. На 6 вакантных позиций, включая директора НЦПП? Нет. Все это были... Не директора. Не директор. Это все были просто вакантные позиции в офисе? Это избирали высший руководящий орган. Высший руководящий. Координационный совет. В последующем этот координационный совет уже избирал директора. Так. Здесь вот именно то, что во 2 пункте Временная комиссия пишет, то, что имеется основание для признания недействительным протокола номер 1, заседание рабочей комиссии по рассмотрению предложения о кандидатах в члены Координационного совета, оно уже отпадает. Однозначно. Поднимите видео. Я еще раз говорю. Видео, а там аудиофиксация. Аппаратура хорошая стоит. Далее наблюдательный совет приступил к выборам директора. Да. Каким образом это было? Ну, они все уже после избрания становятся членами Координационного совета, проводят свое первое заседание, избирают уже вновь себе председателя, заместителя. Вы присутствовали при этом? Нет, там уже Координационный совет, это их работа, это высший руководящий орган, по их согласию, либо я захожу, либо я не захожу. Вы не заходили? Ну, там я присутствовал. Так, как происходили выборы-то? Вы расскажите. Выборы кого? Выборы действующего главы НЦПП. При выборе директора я уже не присутствовал. Вы не присутствовали. Нет. Вас попросили я организовал выйти. все.
Вы организовали Да. именно приглашение, обеспечили явку, или как этим образом было? Организация, она идет в следующем порядке. Координационный совет на своем заседании выносит решение о проведении конкурсного отбора на вакантные позиции. Так. В частности, сейчас директора. И назначает дату проведения конкурсного отбора. Отталкиваясь от этой даты, опять же, с требованиями закона, объявление должно висеть минимум 24 дня. Вы опубликовали на Мы сайте? публикуем в объявление, оно выходит масс-медиа? обязательно в газету «Эркинто», на паблики разные. Мы используем обычно Инстаграм, Фейсбук, ну, как обычные люди. На этот раз мы, по-моему, если не ошибаюсь, мы даже дали объявление на Job.kg. То есть, опять же, сокрытия информации Не было. абсолютно нету. Те люди, которые хотели подать, они подали. Сколько было кандидатов? Двое. 2 кандидата. Один кандидат опоздал на сутки. Соответственно, остался один кандидат, именно Бактыбек Касымкулов. Остались двое. Двое? Да, кроме этих двоих, один третий кандидат опоздал на сутки. Все, на день. понятно. Да. Так, непосредственно в самой процедуре выборов вы не участвовали? Нет, Этим нет. занимался Этим только занимается наблюдательный Координационный совет. Координационный или наблюдательный? Координационный. Так, это важный Да, момент. координационный совет. И при этом я хочу отметить один момент. Опять же, по требованию закона о национальном центре, каждое заседание Координационного совета фиксируется на видеоносителе. Кто должен был уведомить членов Координационного совета и проконтролировать явку на выборы? Секретарь. Секретарь. То есть во всем виноват секретарь? Нет, нельзя Потому сказать, что он якобы их не уведомил, они не пришли. Нет, смотрите, Кто виноват? по поводу, я понимаю, к чему идет вопрос, это по уведомлению от ИХАЧ. Да. У нас сложилась такая практика, ну, скажем так, АКХ и Национальный центр – это практически те органы, которые должны идти рука об руку, да, по большому счету. На каком основании? Дополнять друг друга, права человека. Права человека. Есть вопросы, которые не касаются Национального центра, но этим может заняться омбудсман в тех же закрытых учреждениях. Не входит в мандат, не касается пыток, не касается жестокого обращения, но касается прав. Элементарный пример – цензура. Цензура лиц, находящихся в закрытом учреждении, обращение к президенту, Джоур Кенеш, Генеральная прокуратура, АКХ должно быть без цензуры. Оно соблюдается? Вопрос. Я не говорю, что соблюдается или не соблюдается, просто задаю вопрос. Один, такой маленький пример, где могли бы взаимодействовать. Далее. Сложилась такая практика, то, что с АКХ мы работали без лишнего официоза с прежними АКХ. Есть мессенджер, WhatsApp, группа у этого WhatsApp. Туда закидывается информация, и все проинформированы. И нынешний АКХ, я голову даю на отсечение. И вчера об этом в парламенте тоже успел сказать, она знала, когда будет конкурс на отбор директора. То есть руководство НЦПП, Координационного совета, омбудсмен, депутаты находятся в одной группе, где происходит координация, и там было это объявление. Здесь один момент. После формирования нового состава Координационного совета я попросил создать новую группу. Уже с новым составом. Не старую уже удалить, создать новую группу. И вот тут вот секретарь, она не включила АКХ. Потом она говорит, я была уверена, что я включила его. То есть виноват секретарь все-таки? Здесь есть моя вина тоже. Я от этого не ухожу. Но это, скажем так, не преступление, а ошибка. Но факт того, что омбудсмен знала, это тоже факт. Так, далее. Дальше. Вы коснулись того момента, сразу говорю, что не было уведомления. Должно ли было быть уведомление юридическое, да, там, письменное, электронной почтой, там, нарочным, заказное письмо? Должно быть. Да, этого не было сделано? Да. Но согласно закону о нормативно-правовых актах, у нас же электронное уведомление тоже считается документом, нет?
Нет, как бы уведомление, оно считается уведомленным, скажем так. Ну, если, скажем так, зацепиться за это, да, здесь мое нарушение есть. Я признаю. Следующий момент. Имеется основание для признания недействительным протокола номер 5 Координационного совета о выборах директора Национального центра Кыргызской республики по предупреждению пыток от 1 августа 2025 года, которым на должность директора избран Касымкулов Бакытбек Бегазиевич. Как я уже ранее отметил, опять же по требованию закона идет каждое заседание видеофиксация. В протоколе получилось, вот как вчера Самаков, депутат, председатель комиссии, озвучил, в протоколе в одном месте указывается то, что там таблица голосов. За одного кандидата, за Койчукулова, отданы 8 голосов, за Касымкулова 0 голосов. Далее на следующей странице пишется уже построчно, что за Касымкулова отдано 8 голосов, за Койчукулова 0 голосов при избрании директора. Мы говорим то, что, пожалуйста, поднимите видео. За все это время видео ни разу, видеофиксация не рассматривалась. Я же говорю, я сегодня вот буквально перед тем, как прийти к вам, поговорил с нынешним директором, я его спросил, сколько раз его приглашали на заседание рабочей комиссии. Он присутствовал 1 раз. И видеофиксацию не рассматривали? Нет. Какие вопросы ему задавали? Я не уточнил это, к сожалению, но это уже можно будет у него спросить. Единственное, то, что те документы, которые он представил, не учтены здесь. Какие документы он представил? Но это уже нужно у него уточнить. То есть протокол у него заседан также на руках, когда его избирали? Ну, протокол он остается в национальном центре, ему уже объявляются результаты голосования, там же Координационный совет, председатель объявляет результаты, и тем кандидатам, которые не прошли, и тем кандидатам, которые прошли, не только на пост директора, но и на остальные должности тоже. Что вы думаете об итоговом заключении депутатской комиссии под руководством Самакова? Я бы об этом хотел бы сказать в конце вот этого документа, если можно. Что там еще интересного? Здесь есть один такой момент, механизм Национального центра по предупреждению пыток, при котором государственный орган, финансируемый из государственного бюджета Кыргызской республики, подчинен Координационному совету на 63%, вот когда пишут 63%, состоящими из представителей некоммерческих организаций. То есть это представители общественности. У меня вопрос, для кого служит государство? Для общества. А что плохого в том, что общественность присутствует при руководстве государственного органа? Но этот вопрос, наверное, к Джугурку Кинешу считать, надо все-таки задавать. Но мне не дали возможность задать этот вопрос. Я адресую им, используя вашу площадку. Опять же, повторяюсь, эти люди сегодня, это психологи, которые непосредственно работают с детьми, с лицами, имеющими ограничения по здоровью. А кто, вот вы сказали 65% остальных. Это представители некоммерческой организации. А 35% это госорганы. Получается, да. Это вот 2 депутата и процент тоже немного неправильно выставленный. И омбудсмен. И омбудсмен. И они вот тут вот дальше пишут, я просто засчитываю, в том числе с точки зрения необходимости соблюдения государственными служащими норм законодательства в организации работы и делопроизводства. При чем тут это? Работники НЦПП относятся к госслужащим? Нет, это госорган, но, слава богу, не государственные служащие. То есть на них закон государственной муниципальной службы не распространяется? И не должен. И не должен. Я даже придерживаюсь того, что сотрудники аппарата, оказывается, не должны быть государственными служащими. Так, дальше. Это уже другая тема. И вот смотрите, тот момент, которым они пишут, протокол номер 1, он исключается этим видео, который есть, по-моему, служба И госохраны. первый, и 5-й протокол, они должны быть проверены через видео. Должны быть проверены через видео. И депутаты, соответственно, должны пересмотреть итоги своей работы. Конечно. Далее, следующий момент. То, что представители общественности находятся в высшем руководящем органе. Кстати, эти люди, они вознаграждение за свою работу не получают в Координационном совете. Ни одного тыина.
Это, скажем так, волонтерская их деятельность. Депутаты, естественно, они свою зарплату там получают, а хочу себя, а остальные нет. Чтобы не было понимания того, что там есть какой-то материальный интерес. Далее, 5 пункт. Положение рабочей комиссии по рассмотрению предложений о кандидатах в члены Координационного совета, утвержденное постановлением Джогурку-Кенеш, реквизиты постановления, подлежит, одним словом, внесению изменений. Пункт 7 просят внести изменения. И вот тут они дальше пишут, вот очень интересный момент, я хочу продолжить Зачитайте. мысль. Ситуация, в которой рабочая комиссия, созданная постановлением Джогурку-Кенеш Кыргызской республики, полностью зависит от работы сотрудников НЦППКР и не имеет возможности контролировать законность их действий, ведет к дискредитации деятельности рабочей комиссии и наносит урон репутации Джогурку-Кенеш Кыргызской республики. Каким образом? Полностью согласен. В каком плане? На этом примере давайте сделаем так, чтобы все рабочие комиссии, которые создаются парламентом, они сами вели работу и готовили документы. А документы Любое ведомство, в отношении которого создается рабочая комиссия, любое министерство, любое ведомство, пусть работает сам парламент. То есть документы все для заседания комиссии готовит орган, в отношении которого ведется расследование. Да. Возьмите любое министерство, в отношении которого создана рабочая комиссия. Это министерство готовит весь пакет документов. И вот тут вот у меня аналогия. Ну, любое министерство, приведите пример, любое возьмем. Полностью зависит от работы. Я заменю сотрудников НЦПП, сотрудников этого ведомства. И не имеет возможности контролировать законность их действий. Ведет к дискредитации деятельности рабочей комиссии, наносит урон репутации Джогурку-Кенеш Кыргызской республики. Полностью согласен. То есть можно... На этом примере Да. давайте сделаем так, чтобы по всем другим ведомствам тоже работала рабочая комиссия только самого парламента. Я искренне об этом говорю. Но то, что касается национального центра, если я в чем-то где-то что-то совершил незаконное. То есть сейчас какое дальнейшее решение должен принять парламент? Потому что за ним остается Да. вопрос легитимности директора Касымкулова Бактыбека. Сейчас к этому придем. Давайте. Да. И самый последний, 6 пункт. Полагаем возможным рассмотреть целесообразность дальнейшего сохранения 2 государственных органов. АККЧ, омбудсман Кыргызской республики, и НЦППКР, финансируемых из государственного бюджета, которые во многом дублируют друг друга. Речь шла об этом? Вот это была ошибка со стороны этой комиссии, в частности председателя комиссии. В чем? Вот этот 6 пункт, здесь он лишний. Объясните, почему, на ваш взгляд? Насколько я знаю, в своей жалобе АККЧ не поднимал этот вопрос. То есть цель была не восстановить законность, которая изначально была, да? Да. Еще когда было подано это первое обращение осенью прошлого года, а просто ликвидировать НЦПП. Я прихожу только к этому выводу. Почему? Кому это выгода? Но смотрите, вопрос закрытия вообще и национального центра, он возник еще в начале создания самого центра. Вот с 2014 года идет этот вопрос, и уже второй раз выходит на уровень парламента. Первый раз он вышел в 2015 году и выходит сейчас. Слава Богу, парламент в 2015 году он выслушал все доводы, сделал анализы, проконсультировался и снял этот вопрос с повестки. Я не знаю, какое решение примет этот парламент, но я возлагаю большую надежду на то, что они точно так же проведут анализ, проведут соответствующие консультации и примут свое решение. Кому выгодно закрытие НЦПП? А вот тут вот я отмечу один момент. Я максимально искренен. Вот этими вот действиями они сейчас поставляют высшее руководство страны. Я пришел к этому заключению не просто так. Я несколько раз пересмотрел, перечитал выступления президента Кыргызской республики, руководителей кабинета министров, доклады, национальные доклады Кыргызской республики в ООН.
они все говорят о том, что у нас должна быть демократия. А что такое демократия? В пике демократии, изначально демократия начинается с прав человека. И вот тут вот те заинтересованные лица, я не буду отвечать на этот вопрос, перечислять кто. Я единственное на вопрос отвечу вопросом, над чем работает национальный центр. И ответив на этот вопрос, всплывут те ведомства, в чьих интересах закрытие национального центра. Над чем работает Национальный центр? по Над предупреждением пыток и жестокого бесчеловечного обращения в закрытых и полузакрытых учреждениях. Понятно. Да. Следующий вопрос тогда вот вдогонку к этому. Наццентр занимается предупреждением пыток, но похожий мандат есть и у Института омбудсмена. Вы дублируете друг друга. Можно опять же я приведу аналогию и задам следующий вопрос. Кто у нас в государстве, вообще в любом цивилизованном государстве, должен заниматься, не будем брать борьбу, а предупреждение, кто должен заниматься предупреждением преступности? МВД. И Соответственно, омбудсмен. И Все начинается с предупреждением преступности должны заниматься все государственные органы. Вплоть до местного самоуправления. То есть айлюк-мыту. Да? Они обязаны заниматься профилактикой и предупреждением преступности. Кто должен заниматься профилактикой здорового образа жизни? Минздрав. Не только. Все. Все, включая и школы, и вплоть до, может быть, этих, как его, квартальных, там, организовывать там всякие мероприятия, все остальное. Здесь можно поднять вопрос дублирования? Или нет? Нет. Почему? Потому что цель единая, но инструменты у всех разные. Вот, вы ответили на свой вопрос. А Кайкадши и Национальный центр? Дополняют друг друга. Да. Вот я не говорю то, что наши омбудсмены и Джамиля Ахмадбековна и другие омбудсмены, они не работают. Нет. Они по мере своих сил и тех возможностей, которые у них есть, они функционируют. А может быть, это личная неприязнь какая-то? Я не знаю, ну, кому? Ко мне? Не знаю, Касымкулова. Касымкулову? Да я не думаю. Нет. Здесь вопрос именно в деятельности самого национального центра. То есть это можно назвать политическое уничтожение института? Это желание поднять именно на такой политический уровень этот вопрос. Может ли Бакыт Касымкулов сейчас и сам Наццентр по предупреждению пыток оспорить в суде решение комиссии и дальнейшее заседание комитета по конституционному законодательству? Бакыт Касымкулов? Да. Нет. Но Координационный совет? Да. В судебных органах? Да. То есть не согласиться с решением Джугурку Кенеша? Конечно. Координационный совет – это коллегиальный орган. Коллегиальный орган подразумевает наличие кворума и, естественно, прописанные процедуры, по которым принимаются решения. Вот как в парламенте принимается решение. Кворум есть, проголосовали, число есть, решение принято. Точно так же Координационный совет. Кворум есть, проголосовали, для принятия этого решения есть определенное количество голосов? Есть. Все, решение принято. Как вы думаете, что будет дальше с этой ситуацией? Как она будет развиваться? К сожалению, получается такая ситуация, я подчеркиваю, к сожалению, и получается. К сожалению, получается такая ситуация, когда по инициативе Акыйкадши, главного правозащитника страны, руками парламента хотят уничтожить один из эффективных правозащитных государственных органов. Я подчеркиваю эффективных. Почему? Потому что я воочию видел те изменения, те результаты, которые достигл Национальный центр. Приведу один единственный пример. Расскажите. Психоневрологическое учреждение. Когда еда там, просто еда, которую 3 раза дают тем людям, которые там получают услугу, она была улучшена. Когда еда была как еда.
который можно кушать, нюхать, которой можно элементарно насытиться. Очень низкий, очень такой пример. Если хотите, другой пример. Когда в женском, опять же, психоневрологическом учреждении, где раньше для женщин ежемесячных физиологических нужд выдавали техническую вату из списанных матрацев, обернутую тканью опять из этого же матраца. В том учреждении, где сейчас в углу у нянечки стоят аптечные гигиенические средства. Это результат. Результат. Чем еще занимается Наццентр по предупреждению пыток? В каких местах заключения он бывает? Это не только тюрьмы, Где еще? это и детские дома, это психиатрическое учреждение, это любой объект, в который человек помещен на основании какого-либо Решение. акта органа, принимающего решение, и которое этот человек по собственной воле не может покинуть. Это касается и взрослых, и детей. Это касается и взрослых, и детей. Как оценивают работу НЦПП за рубежом? Наверняка есть отчеты наши и в ООН, да, вы передаете в это Комитет по правам человека, в международные другие институты. Что говорят? Позапрошлом году уже по служебной обязанности я присутствовал на одном международном мероприятии. Есть международная ассоциация НПМ. Это международная аббревиатура «Национальный превентивный механизм». Функцию и роль национального превентивного механизма у нас выполняет Национальный центр по предупреждению пыток. Членами этой ассоциации являются более 70 государств. И там у меня была маленькая презентация. Маленькая, буквально выделили 3 минуты, но в конечном итоге она продлилась до 7 минут, после которой зал очень долгое время аплодировал. После мероприятия, уже во время перерыва, каждый подошел, поздравил. Что вы сделали? Я вкратце, я не стал рассказывать все как есть. Вот честно признаюсь. У себя дома я откровенен на все 100%. Но за рубежом, в любом случае, я тоже человек, это гражданин своего общества. Мне иногда обидно, то, что у нас не все так хорошо где-то там, да? Или есть те проблемы, которые еще не решены. Но стараюсь быть максимально честным и откровенным на заданные вопросы. Некоторые моменты, скажем так, я откровенен сейчас. И я просто-напросто презентовал нашу работу. Что мы делаем, чем мы занимаемся. В свое время у меня получали консультации, я не буду обозначать, опять же, эти государства, посольства соседних государств приходили, получали консультацию, как вообще должен функционировать НПА. Наше ближайшее государство, посольство. Оценка международных институтов, я обозначу Евросоюз и ООН. Оценку ООН дали 2 высших, скажем так, чина в ООН. Это генеральный секретарь Гутерриш, когда был у нас здесь. Он президенту нашей страны озвучил, оценил работу Национального центра. Верховный комиссар ООН по правам человека, Тюрк, тоже приезжал, тоже встречался с президентом нашим и тоже дал оценку Национальному центру. В частности, Верховный комиссар Тюрк, он сказал, что наш центр является примером региона. И регион имеется в виду не центральноазиатский регион. Вы знаете, то, что в мировом сообществе мы входим в Тихоокеанский регион. Он имел в виду Тихоокеанский регион. И в Тихоокеанском регионе наш НПМ, наш национальный центр является примером. Положительным, позитивным, хорошим примером. Вы ожидаете от депутатов, что они примут положительное решение и вся эта история будет завершена? Я вчера опять же успел озвучить то, что комиссия не получила полную информацию. Та информация, которая им была представлена, она имеет определенный окрас.
Я на этом стою. Я уверен и надеюсь, что они все-таки пересмотрят все эти вопросы. Вот сейчас передали в комитет Джоур Кенеш по конституционному законодательству. Я надеюсь, что комитет все-таки пригласит меня, как экс-директор, выслушает мою позицию и все-таки поднимет это видео. Они могут это сделать. Выслушать и ту сторону, и эту сторону. Понятно. И опять же, деятельность национального центра, она направлена не на политику. Вот как вчера было озвучено, я сожалею, что председатель комиссии сказал эти слова. Не на политику, нет. Деятельность национального центра направлена на людей. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был бывший директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рыспеков. Спасибо еще раз за такую беседу. Я надеюсь, что ситуация выйдет на принципиально новый уровень, все закончится хорошо, и на центр как минимум останется вообще существовать у нас в стране. Я прощаюсь с вами. Я напомню, что с вами была Диля Юсупова. И помните, что «Кактус Медиа» любит вас.